Во всем мире в каждом году примерно 17 миллионов людей умирают от заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, что составляет более 50% от общего количества смертных случаев. Данное заболевание занимает первое место среди причин смертности человечества. Процент рецидива заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов вырос до 87% и занимает первое место среди серьезных заболеваний человечества. Этот суровый факт уже привлек пристальное внимание всех слоев общества. Заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов не только отличаются высоким коэффициентом заболеваемости, но и тенденцией роста коэффициента заболеваемости среди молодежи. Исследованием было выявлено, что среди пациентов сердечно-сосудистых заболеваний процент пациентов моложе 40 лет уже 20%. Самому молодому пациенту коронарного заболевания только 16 лет. Самому молодому пациенту, который умер от церебральной эмболии, было всего лишь 18 лет. Научные исследования показывают, что высокий коэффициент сердечно-цереброваскулярных заболеваний связан с быстрым темпом образа жизни. В реальной жизни немало людей знает, что нужно обратиться к врачу, когда заболевают, и тратят деньги на лекарства. Сегодня, когда наука и техника высоко развиты, сможем ли мы более безопасным способом предотвратить и излечить сердечно-сосудистые заболевания, начиная с повседневного здравоохранения? Эссенция Лафатером Годжен, выпущенная компанией New Era, превращает актуальное желание человечества в реальность. Эссенция Лафатером Годжен эффективно регулирует липиды крови в организме, очищает кровеносные сосуды, обладает благоприятным эффектом для защиты сердечно-цереброваскулярных сосудов, имеет хорошие вспомогательные лечебные эффекты для таких симптомов, как головокружение, головной боли, боли в груди, онемение конечностей и тела, вызванные гиперлипидемией, коронарным заболеванием сердца, артериальной гипертонией, церебральным тромбозом и другими. Оно является оптимальным натуральным функциональным продуктом для здравоохранения. Сердечно-цереброваскулярные заболевания представляют собой общее название сердечно-сосудистых заболеваний и церебральных сосудистых заболеваний. Теперь давайте войдем в аудиторию здоровья у New Era, ознакомимся с базовыми знаниями о заболеваниях сердечно-цереброваскулярных сосудов. Под сердечно-сосудистыми заболеваниями подразумевается гипертония, гиперлипидемия, коронарные заболевания сердца, заболевания сердца из-за гипертонии или нерегулярные сердечные сокращения и другие. Цереброваскулярные заболевания делятся на две основные группы. В одну группу входят ишемические заболевания и инсульты, вызванные сгущением крови, тромбообразованием, в результате которого происходит блокировка кровеносных сосудов или артерий в мозгу. В другую группу входят геморрагические заболевания, а результатом которых является разрушение стенок сосудов головного мозга. Геморрагические цереброваскулярные заболевания означают кровотечение мозга или кровотечение нижней полости и паутинной оболочки мозга. Клиническими симптомами заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов являются нерегулярные сердечные сокращения, головокружение, головная боль, тяжесть дыхания, падение давления и многие другие. Любой из вышеперечисленных симптомов создает больному и его родным невыразимые мучения и обузу. Исследования показывают, что среди факторов заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, кроме эпигенетических факторов, главной причиной является гиперлипидемия. Гиперлипидемия является отдельным опасным фактором среди сердечно-цереброваскулярных заболеваний, поэтому он представляет собой очень важный болезнетворный фактор при развитии атериосклероза, а также заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов. Разные питательные вещества, необходимые для нормальной физиологической функции организма человека, и все выводимые метаболизмом отходы транспортируются кровью. Под липидом крови подразумевается наличие холестерина и триглицеридов в сыворотке. Холестерин и триглицерид оба являются питательными веществами, необходимыми организму человека. Но в любом случае существует своя мера. Как слишком высокий уровень холестерина, так и слишком высокий уровень содержания триглицерида могут привести к гиперлипидемии. В современном обществе быстрый ритм жизни, и люди испытывают большое напряжение на работе. Зачастую им не хватает физических упражнений. При приеме в пищу слишком большого количества продуктов с высоким содержанием жира и холестерина у людей незаметно набирается избыточная масса тела. В настоящее время люди слишком много курят и употребляют алкоголя. В результате такого стиля жизни существует значительная вероятность возникновения гиперлипидемии, которая легко повлечет за собой артериосклероз, коронарные заболевания и другие заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов. На первых порах проявления такого заболевания, как гиперлипидемия, никто не ощущает дискомфорта, и только после возникновения первых признаков заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, первопричиной которых является гиперлипидемия, люди начинают задумываться
о вреде, наносимом собственному здоровью. Современная медицина полагает, что холестерины в липидах крови делятся на вредоносные холестерины, липопротеиды низкой плотности, и благотворные холестерины, липопротеиды высокой плотности. Липопротеиды низкой плотности образуют отбросы в крови, что приводит к отложению отверделости в крови, хрупкости и сужению желы, и так гиперлипидемия повлечет за собой артериосклероз и другие патологические изменения, возбуждая таким образом заболевания сердечно-цереброваскулярных сосудов. А липопротеиды высокой плотности очищают отложения сосудов для обеспечения эластичности и здоровья сосудов. В настоящее время всем известно, что липопротеиды низкой плотности являются зачинщиком заболевания атеросклероза. Более того, высокий уровень триглицерида тоже является фактором стимуляции коронарного заболевания. Липопротеиды высокой плотности могут передавать некоторые жиры, отложенные в организме. Например, жиры на стенках сосудов, в печень, остающиеся части которых выделяются с помощью желчи после катаболизма. Поэтому специалисты полагают, что липопротеиды высокой плотности являются фактором против атеросклероза, являются благотворным холестерином. Некоторые специалисты его называют защитным фактором коронарного заболевания. Исследования показывают, что если липопротеиды низкой плотности снижаются на каждый 1%, то опасность заболевания болезнью сердечно-цереброваскулярных сосудов уменьшается на 2%. Из этого следует, что ядром и ключевым моментом достижения успеха в предотвращении заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов является снижение липопротеидов низкой плотности, снижение триглицеридов и одновременного повышения содержания липопротеидов высокой плотности. Эссенция Лафатерум Гуаджен является первой продукцией высокой технологии во всем мире, разработанной с использованием флавон бамбуковых листьев. Она способна эффективно снизить липопротеиды низкой плотности и триглицериды и одновременно повысить содержание липопротеидов высокой плотности. С выходом в свет эссенции Лафатерум Гуаджен открылась новая возможность предотвращения и лечения заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов, которые являются киллером номер 1 для человечества. Чжэцзянский университет Китая был назван английским ученым Джонсон Ли Восточным Кембриджем. Начиная с 90-х годов 20 века, руководитель аспирантов профессор Чжан Ин провел десятилетние научно-исследовательские работы и успешно получил экстракт флавон из Лафатерум грацили, Лафатерум стройный, зарегистрировал государственный патент на изобретение и разработал продукцию типа флавона передового мирового уровня – капсулы эссенции Лафатерум. На данной основе компания New Era разработала продукцию эссенция Лафатерум Гуаджен таблеточного типа, которая была одобрена Министерством здравоохранения Китая как здравоохранительная продукция. Как флавон бамбуковых листьев в качестве функционального фактора борется с вредностью киллера номер 1 для человечества? Нам известно, что в флавоне содержится много физиологических и фармакологически активных веществ для организма человека. Откуда мы узнали об этом? Узнали мы из китайских трав. Большинство фармакологически активных экстрактов, которые содержатся в китайских травах, как салисбурия, листья мушмулы и рододендрон, имеют свойство выведения токсинов из организма. Поэтому смеси такого типа находят широкое применение. Компоненты типа флавона еще называются флавоноидами, которые присутствуют во многих растениях, являются полезным компонентом многих китайских целебных трав. В настоящее время функциональные факторы во многих противоокислителях, антиоксидантах, препаратах для снижения липидов крови и лечения заболеваний сердечно-цереброваскулярных сосудов передового мирового уровня является флавоноид. Например, основным составом экстракта салисбурии также являются флавоноиды. Функциональными факторами, которые содержатся в экстракте Лафатерум грацили, Лафатерум стройный, в основном являются флавоноид цагитерозид и лактонно-питательные элементы группы кумарина. Содержание полезных компонентов и их биологическая активность сравнимы с экстрактом салисбурии. С апреля по октябрь 1999 года первая народная больница города Шанхая, Китая, провели клинические испытания на действенность эссенции Лафатерум Гуаджен для регулирования липида крови, используя произведенный одним шанхайским фармацевтическим заводом препарат экстракта салисбурии. Одинаковые суммарные дозы флавона принимали обе стороны. 3 месяца, 1 курс лечения, через каждых 6 недель проверяли показатели липида крови и другие. Результат показывает, через 3 месяца после лечения с помощью эссенции Лафатерум Гуаджен уровень триглицерида у пациентов с нарушением обмена липоидов значительно снизился по сравнению с показателями до лечения.
Содержание липопротеидов высокой плотности значительно увеличилось по сравнению с показателями до лечения. Эффективность снижения триглицерида и повышения липопротеидов высокой плотности заметно лучше у экстрактов Салисбури. И в процессе применения не были обнаружены явные побочные эффекты, не было отрицательных изменений в результатах обычных тестов крови, мочи, функций печени и почек, а также уровня сахара в крови. Клинические испытания показывают, что флавон бамбуковых листьев производит достоверный лечебный эффект, у него отсутствуют токсичные побочные эффекты. Он является безопасным и эффективным фармакологическим средством для регулирования липоидов, возможно его применение для лечения абнормального обмена липоидов разных типов. Поскольку флавон бамбуковых листьев имеет большое значение для организма человека, с развитием науки о существовании свободных радикалов большое внимание уделяется флавону бамбуковых листьев, который обладает очень сильной противоокислительной функцией, а также удаляет свободные радикалы из организма. Так называемый свободный радикал означает одно крайне нестабильное вещество, превращенное из части кислорода во время метаболизма организма человека. Так же, как и в природе происходят процессы окисления вокруг нас, человеческий организм подвергается подобным повреждениям. Современная медицина полагает, что окисление клеток свободными радикалами является причиной заболеваний и физиологического старения человечества. В юношеский период, когда тело еще растет и формируется, очень сильна собственная сопротивляемость организма окислению. В этот период, как обычно, образованные в вашем организме свободные радикалы легко и своевременно удаляются. Можно поддерживать их на одном динамическом, более низком уровне. Поэтому в этот период свободные радикалы имеют мало неблаготворных эффектов на организм. Но когда организм становится старше, обычно после 35 лет, собственная способность организма сопротивляться окислению постепенно снижается, а свободных радикалов, накопленных в организме, наоборот, становится все больше. Такое большое количество свободных радикалов при столкновении с липопротеидом низкой плотности окисляет последних, а окисленные липопротеиды низкой плотности, иначе холестерины, превращаются в примеси и осаждаются на стенках сосудов. Вот это является фактором заболевания артериосклерозом. Компоненты флавона бамбуковых листьев имеют очень хороший противоокислительный эффект, а также способны блокировать окисление липопротеидов низкой плотности. То есть этот эффект уже способен в самом начале удержать окисление. Второй причиной является то, если даже уже были окислены, свойства физических механизмов кровотока будет ухудшаться. Это означает, что противоокислительные компоненты играют роль своеобразного уборщика, поддерживая более чистую среду крови, могут собирать этот мусор и более быстрым путем выводить из организма. Вот, благодаря своим возможностям удаления свободных радикалов, противоокисления, снижения содержания липопротеидов низкой плотности и повышения содержания липопротеидов высокой плотности, флавон бамбуковых листьев играет более полную роль для регулирования липидов крови. Более того, флавон бамбуковых листьев также способен расширить коронарную артерию и увеличить кровоток, увеличить частоту сокращения сердечных мышц, повысить выживаемость организма при нехватке кислорода и крови. Я принимала некоторые препараты, когда была за рубежом, например, витамины, когда была в Америке. Все это были готовые препараты, по несколько таблеток ежедневно. Из-за напряженной работы и нестабильного ритма жизни, недавно у меня был обнаружен высокий уровень липидов в крови. Мои друзья порекомендовали мне эссенцию Лафатерум Гоажен. Эффект от принятия данного препарата оказался достаточно быстрым. Через месяц с лишним у меня практически нормализовался уровень липидов в крови. Я был самым молодым, самым типичным и самым тяжелым пациентом жирового метаморфоза печени на нашем предприятии. В самом начале мало знал эту продукцию и, честно говоря, ей не доверял. Я говорил: вот меня лечат уже столько времени и еще не вылечили, а такой препарат способен вылечить мое ожирение печени? Вначале действительно не поверил. Но потом начал принимать. Прошло не больше полугода. Я сходил в больницу и сделал ультразвуковый осмотр. Когда врач мне сказал: у вас жировой метаморфоз печени легкой степени, я ответил: а вы не шутите? Врач ответил: вы мой пациент, для чего же мне шутить с вами? Мы с вами даже не знаем друг друга. Вот, доктору женщине было просто неприятно.